Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. 24 июня День Республики канашцы отметили с размахом. Фестивали и концерты, театрализованные представления, спортивные состязания. Массовые гуляния прошли в городском парке культуры и отдыха. Главный национальный праздник официально был учрежден в 1995 году. 24 июня 1920 года из территорий, входящих в состав двух губерний Казанской и Симбирской, была образована Чувашская автономная область с центром городом Чебоксары. Учитывая историческую ценность этого события, именно 24 июня выбран Днем Чувашской республики. Наша республика богата своей вековой историей, своими культурными традициями. Ну а самая главная наша ценность – это вы, это люди. Те, которые своим трудом куют благосостояние нашей родной Чувашской республики. Виталий Михайлов отметил тот факт, что праздник проходит в нетрадиционном месте. Площадкой была выбрана не летняя эстрада, где обычно проходят концерты, а специально оборудована сцена в середине парка. В этом году здесь будут большие изменения, сообщил глава. Порядка 16 миллионов рублей будет вложено в ремонт нашего парка. Это все благодаря поддержке федерального центра, республики. Без этого мы ничего бы не могли сделать. Поэтому я еще раз хочу вас поздравить с таким замечательным праздником. Вместе нам все по плечу, и вместе мы наш город сделаем обязательно краше. С праздником вас, дорогие горожане! Канашцы свой выходной день провели с детьми, с родными и близкими, прогуливаясь по обновленному парку, наслаждались веселым концертом и приятной атмосферой. Олеся Григорьева, Елена Булатцева, городской парк культуры и отдыха. 234 ученика переступили порог новой жизни. Сдав все экзамены, они приняли участие в шествии выпускников. Ребят сопровождали их родители и учителя. С воздушными шарами нарядные девушки и молодые люди прошли по главной улице города. За плечами последний школьный звонок, экзамены. Впереди поступление в учебное заведение страны и новая жизнь. 7-я школа, очень хорошо сдали дети экзамены. Впечатления самые наилучшие. Вообще вот оптимистично, конечно, на позитиве мы детей наших ждем. Получили аттестаты и очень рады этому. На центральной площади выпускников поздравил глава администрации Виталий Михайлов. Сегодня вы делаете первый шаг в свою взрослую жизнь. И я уверен, что вы найдете свое достойное место в будущем. И как не вам строить будущее нашей страны, нашего города, нашей республики. Поэтому у меня большое такое напутствие. Всегда помните своих учителей, всегда будьте благодарны им за то, что они в вас вложили. Всегда вы будьте готовы обучаться дальше. Почему? Потому что на протяжении всей своей жизни человек должен учиться. Пусть вам повезет по жизни, найдите себя в этой жизни. Ну и самое главное, не бойтесь больших задач перед собой ставить. Ставьте и решайте их, ставьте новые задачи, дерзайте, будущее за вами. Валентина Дмитриева, будучи начальником отдела образования, работает в тесном контакте с выпускниками. Вчерашние малыши сегодня вступают во взрослую жизнь. Мы прошли интересный и важный путь. От первого школьного звонка до вручения аттестата зрелости. На этом пути с вами вместе всегда были ваши мудрые наставники, ваши учителя и ваши родители. Выражаю огромную благодарность вашим учителям за служение выбранному делу. Спасибо вашим родителям за помощь и поддержку. Дорогие выпускники, школа вам дала глубокие и прочные знания и верные нравственные ориентиры. Привила любовь к родной стране, к истории, к культуре ее богатой. Вы умные, талантливые, целеустремленные. Сегодня в нашей стране
много возможностей для реализации себя в любой сфере, начиная от высоких технологий промышленного производства до аграрной сферы или открытия собственного дела. Нужно учиться быть профессионалом своего дела. Я желаю, чтобы все ваши замыслы, ваши мечты реализовались. Помните, дорогу осилит идущий. В добрый путь наши родные выпускники. Этот выпуск 11-классников запомнился учителям как сильный, спортивный, способный творить и созидать. Сегодня у меня два выпускника. Это Рома из 6-й школы и из 7-й школы Арина. Ходят они уже давно в ансамбль «Созвездие». И, конечно, сегодняшний день мне очень хочется пожелать, чтобы у них все в жизни приключилось как должно быть. А сегодня хорошо погулять. Конечно же, поступить в те заведения, которые они очень хотят и мечтают попасть. Потому что именно от этого зависит дальнейшая их жизнь. Поступят они, начнут работать на той работе, на которую они хотят, и, конечно же, будет все хорошо. Благодарственное письмо администрации города Канаш за максимальные результаты по единому государственному экзамену по русскому языку 100 баллов вручается выпускнику средней общеобразовательной школы номер 6 Борисову Александру Юрьевичу. Наставник, учитель русского языка и литературы Тихомирова Евгения Александровна. Выпускнику средней общеобразовательной школы номер 7 Тимофеевой Юлии Андреяновне. Наставник, учитель русского языка и литературы Фомина Людмила Георгиевна. Золотой знак вручается Михайлову Павлу, выпускнику средней общеобразовательной школы номер 3. Леонтьеву Павлу, выпускнику средней общеобразовательной школы номер 3. Много золотых и серебряных медалистов, победителей Олимпиад, стипендиатов главы Чувашии Михаила Игнатьева и депутата Государственной Думы Российской Федерации Николая Малова. Премии признания. Дорогие выпускники и уважаемые гости! Сегодня мы прощаемся со школой, которая за все эти годы успела стать нам вторым домом. Сегодня мы прощаемся со школьными годами, с годами ранней юности, отрочества и детства. Сегодня в книгу нашей страницы будут вписаны яркие страницы исполнения желаний и свершения событий. Подведение итогов 11 лет учебы. 11 лет собственного развития и личного совершенствования. Это получение государственного документа об образовании, аттестата о полном среднем образовании. Спасибо за поддержку и прекрасный праздник, который подарили нам правительство Чувашской Республики, администрация города Канаш, родная школа, уважаемые учителя и, конечно, любимые родители. Спасибо вам! Именно вы научили нас не бояться, не сдаваться и верить в себя. Спасибо вам за помощь в трудные минуты, за советы, знания и опыт, которыми вы делились с нами все долгие школьные годы. Теперь мы выпускники. Среди нас есть медалисты и спортсмены, волонтеры и победители олимпиад разных уровней, стипендиаты главы Чувашской Республики и номинанты премии признания. Мы будем стараться развивать в себе те качества, которые в нас вложили здесь, в родном городе. Мы знаем, что впереди нас ждет много интересного. Но именно школьные годы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Обещаем никогда не забыть родной город, школу, любимых учителей и одноклассников. В добрый путь! Поздравляю всех выпускников 2019 года с этим замечательным днем. Желаю, чтобы вы поступили в любое место, которое хотите, чтобы все ваши мечты сбылись. Также отдельное спасибо хочу сказать нашим учителям. Вы самые лучшие. Спасибо.
Хочу выразить огромную благодарность всем учителям за то, что вложили в нас свои силы. Также хочу поздравить всех выпускников. Желаю всем успеха, найти себя в жизни и побольше здоровья. Я очень рад, что наконец этот день настал, когда мы получили свои долгожданные аттестаты. Благодарю всех учителей за то, что помогли мне в становлении личности. Учителя, отрывая от сердца, выпускают любимых учеников из своего гнезда под названием «Школа». От всей души поздравляю наших выпускников с окончанием школы. Желаю дальнейших побед, свершений. Пусть все у вас будет хорошо, ребята. Все мечты обязательно сбудутся. Я в вас верю. Мы вас любим. Сегодня торжественный день для наших выпускников. И хотелось бы им пожелать, чтобы все их мечты исполнились, чтобы они вот ко мне, как классному руководителю, пришли и сказали, что они все поступили, что они достигли того, чего они хотели. В добрый путь им, удачи и побед. Радостное событие с детьми отмечают их родители и родные люди. Они волнуются не меньше самих выпускников. Дорогие выпускники, поздравляю вас с этим замечательным днем. Желаю найти свой путь в жизни, чтобы у вас все хорошо сложилось. Талантливые, задорные, веселые, позитивные. Ребята дарили настроение всем окружающим. В добрый путь, выпускник! Олеся Григорьева, Елена Владцева, Центральная площадь. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.